Алексей Ильич, здравствуйте. Меня зовут Надежда. Мой вопрос в следующем. Утверждают, что спасение возможно либо в браке, либо в монашестве. Возможно ли спасение в благоразумном и богоугодном одиночестве? Ведь с нами Бог, поэтому мы не одиноки. Благодарю. Я не знаю, откуда создалось такое впечатление, что в обязательном порядке человек должен, христианин, должен обязательно или вступить в брак, или уж если в брак не вступает, то обязательно стать на путь монашества. Мне кажется, это, видимо, из непонимания монашества. Только и всего. Не каждый, кто не вступает в брак, способен отречься от всего того, что называется мирской жизнью. Но, тем не менее, он способен к многому, что еще не является совсем монашеством, но, тем не менее, является все-таки, более-менее, скажем так, нормальной христианской жизнью. Поэтому у человека не два пути у христианина, а три состояния. Это же внешнее состояние. И этих состояний, конечно, три. Но дело в том, что насколько может быть способным только человек, не вступая в монастырь. Я говорю, под монашеством я разумею в данном случае вступление в монастырь, когда можно за стенами хоть немножко спрятаться. Да. Или не вступая в брак, способен, живя в своем доме, в своей квартире, способен вести настоящую христианскую жизнь. В наше время, может быть, даже особенно сейчас важно человеку не столько даже важно, сколько, может быть, особенно он может оказаться способным, живя, имея хорошего духовника и назидаясь книгами святых отцов, жить, может быть, в своей квартире и стараться быть христианином. Я скажу вам, приведу только одну мысль, изумительную мысль преподобного Макария Великого, который говорит: Богу не нужны ни девы, ни замужние, ни иноки и ни миряне. Богу нужно твердое намерение, и тогда это намерение Он принимает как сам подвиг. Намерение, потому что если это твердое, то человек уже будет действительно жить по-христиански. И тогда это вот его стремление жить по-христиански, каясь, исправляясь, насколько это можно, опять каясь, так, он как раз принимается тогда Богом.